А в конкурсе на приготовление самых вкусных блинов, который прошел на Нерюнгринской ГРЭС, лучшими оказались работники транспортного цеха. Главное условие – уникальный собственный рецепт, который должен покорить жюри. Из какой муки и масла получаются ажурные и нежные блинчики на Масленицу, узнал Сергей Козюра. Масленичная неделя в Южной Якутии в разгаре. В столовой Нерюнгринской ГРЭС настоящий кулинарный бум. Задача конкурса – приготовить на месте самые вкусные блины. В нем приняли участие 11 команд, представители разных цехов и отделов станции. Они все как один назвали главный ингредиент рецепта. Хорошее настроение. Это самое главное. Готовить нужно с душой. Наш секрет в хорошем настроении – это прежде всего. Ну и, соответственно, чтобы коллектив остался доволен, ну и, скорее всего, сыт. Главное желание, чтобы блины получились вкусные, сладкие, и все гости попробовали. Блины с печи летели-то, с пыру, жалу из печи. Все румяно, горячи, масленицу угощай. Всем блиночки подавай, с пылу жару разбирайте. И хвалить не забывайте, угощайтесь. Более 200 человек продегустировали в этот день кулинарное творчество коллег по цеху. Такое вкусное мероприятие в Нерюнгринской ГРЭС провели впервые. Но организаторы уверены, что отныне это станет доброй традицией. У нас будет выбираться народным голосованием. Вот ребята при входе раздают специальные лайки. Каждый гость мероприятия будет проходить со стола, пробовать блины. И тот блин, которому больше всего понравится, он за тот стол и голосует, за ту команду. И в конце будет просто подсчет голосов. И простым большинством мы определим победителя. По итогам кулинарного поединка лучшими оказались работники автотранспортного цеха. Им был вручен памятный куб «Самый вкусный блин». Ну а я напомню, что главный же праздник Масленицы состоится 1 марта на городской площади, где пройдут народные гуляния и проводы зимы. Ну а пока все на кухню готовить блины. И помните, что первый блин комом, второй знакомым, третий родне, ну а четвертый мне. Сергей Козюра, Захар Головин, Нерюнгри.